Короче, ребята, смотрите, вон они. Вон в кучке сидят, кормятся. Штук 10 точно есть. Слева там еще один. На шухаре там сидит вроде где-то. Всем привет из Комы, привет от Олега. Сегодняшнее видео будет охота на боровую птицу. Вчера я здесь был на рыбалке. Рыбалка не получилась, но во время рыбалки, в процессе поиска рыбы я видел штук 5, может и чуть больше косачей, тетерок косачей. Решил сегодня вот пройтись на лыжах и в надежде увидеть и добыть птицу. Так что, как все будет, буду показывать. Приятного вам просмотра и пожелайте мне удачи. Самое главное найти птицу. Вчера недалеко, вот здесь, возле реки, я их видел. Вот туда сразу и пойду. У меня еще есть примерно полчаса времени в запасе. Я вчера, как сказать, засек, во сколько они вышли. Сейчас надо глянуть, сколько времени. 8:03. Да, полчаса еще ждать. Может, чуть раньше выйдут, может, чуть позже, посмотрим. Ладно, ребята, пойду я к реке. Там уже будем ждать их. Моя вчерашняя лыжня немножко припорошила снегом. Где-то пару сантиметров выпал снег. Лыжи скрипят сегодня. 12 градусов на улице. Вот на этих деревьях за рекой вчера и были. Ну, здесь обзор хороший. В принципе, буду наблюдать. Может прилетят, может нет. Где-нибудь там встану. Просто тупо буду ждать. Они обычно на одном и том же месте кормятся. Короче, туда-сюда ходил, на другой берег. Это переходил через речку. Там, если что, там стрелять вообще невозможно. Ну, обратно сюда пришел. Сел, просто жду. В надежде, что сюда они выйдут. До этой сосны 62 метра вроде. До той березы 80 с лишним, 86 вроде как. Ну, под выстрел нормальное расстояние, в принципе. Вчера вот на этих деревьях они сидели. Обломался я, ребят. Не вышли. Я уже начинаю остывать. Ждать тоже времени нету. Как бы на охоту у нас 2 часа максимум. Они потом опять в лунку нырнут. Один раз похоже на звук крыла там вглубь леса там слышал. Сюда никто не вышел. Их даже близко тут нету. Я, ребят, сейчас первый раз ходил вон туда, где-то метров 300 выше от нашей защитки, где я сидел, ждал их. Потом вниз по течению на поворот спустился, уже на луг. Здесь у меня 50-кратный зум, вот, смотрите. Я все просмотрел, каждое дерево. Ну, одним словом, тут, что я вижу, горизонт, тут их нету. Вот за этим лесом, за этой опушкой, как будто там небольшая поляна, вот, не знаю, или старица какая-то, или я там ни разу не был. Но я не слышу их. Когда они кушают, то сегодня тихо, их далеко слышно. Не знаю, ребят. Ладно, сейчас я по течению, против течения буду идти на несколько поворотов по реке, поднимусь. Небольшой перекур. Поднялся на горку, перешел речку. Короче, пришел. Вон, ну, где-то полкилометра, может. А может чуть больше. Вот тут все открыто, блин. Там я рыбачил вчера. И льда там практически нету. Здесь течет таежная речка. Вдоль таежной речки еще где-то с километр схожу. Если нету, то уже буду переправляться
на другой берег и уже возвращаться к машине. Вот. Ну, видел там ниже на повороте 3 куропаток. И здесь еще вот перелетела вот. Вроде на этом берегу была эта птица. Ну, короче, я ее увидел, когда уже она летела. Опа, это куропатка. Здесь луга уже все заросла. Там на другом берегу, смотрю, изба. Я думал, тут вроде на этом, на окраине этого берега изба была. А там тоже есть. Если бы знал, я бы перешел там и посмотрел, что за избушка интересная там. Ну и на этом берегу тоже должны быть избы. Может, до туда восхожу, прогуляюсь и по пути еще. Конечно, все заросло, но не знаю, что и думать, ребят. Короче, обшарил все уже, где они могли бы быть. Ни лунок, ничего я тоже не увидел свежих. Ладно, схожу. Чья изба, интересно, на другом берегу там. Короче, ребята, смотрите. Вон они. О, кучка сидят. Кормятся. Штук 10 точно есть. Слева там еще один. На шухаре там сидит вроде где-то. Где же он? А, вон он. Он на шухаре. Смотрите. Четко как сидит. Просто наблюдает. Остальные там кормятся. Вон. Это красота, ребят. Так. Ну что сказать, ребят, птиц нашли. И там, когда я шел, я уже не стал снимать, просто за кустами не фокусировать там. Там еще 2 штуки сидят. Я думал, до избы схожу и на обратном пути к ним. А основная стая, блядь, еще внутри, возле таежной речки. Наверное, за речкой там еще они. Не знаю, получится, нет, к ним подойти, но факт, что они есть. Запарился, конечно, капитально уже. Уф, густая тайга, вон, смотрите, какой валежник. Все это надо обходить. Ну, радует, что не просто так я сюда тащился. Я ждал их на основной реке, на большой реке, а они, оказывается, в совсем другом месте. И, может быть, даже они меня уже увидели. Бля, так далеко. И уже улетели. Основная стая. За речкой еще они там сидели вообще. Так они вообще шуганные, блин. Даже близко не подпустили. Шум, конечно, от меня есть, но дальше сели. Дальше сидят. Дерево поменяли. Короче, перелетели чуть дальше, но пока сидят. Надо перейти речку. Вон на том дереве один вроде отвлекся, там кормился. Уже подходил, блин. Уже подходил пешком. Ничего не успел даже. Хотел камеру поставить сюда, чтобы вам показать. Пока устанавливал камеру, он уже все улетел. Не знаю, насколько далеко улетел. И непонятно, что там нас ожидает. Где-то река или луг там. Ну, где-то 100 метров, не меньше 100 метров до него. Хотел поставить камеру дальномером, проверить расстояние и уже
Все, улетели. Ничего не успел. Вообще шуганные какие-то. Но дело к весне идет, вот и все. Они уже осторожные. Это по осени, они молодые еще как-то. По осени на них легче охотиться. Фу. Вот это я спотел. Маск-халат ничего не помогает. Понятно, на лыжах скрипит, но сейчас уже пешком. Короче, сейчас лыжи одену, может еще пройдусь по этому лугу туда. Блин, замучился, ребят. Пока пробирался вон там. Пешком пришлось, на лыжах просто невозможно. Здесь раньше на луга тоже были, вот такая вот чаща, вот. Вот, смотрите. И негде обойти, блин. В надежде увидеть кого-либо тут. Но они, знаете, вот после последнего включения этого косача еще видел, и все, куда-то они просто испарились. Они далеко куда-то ушли. Смотрите, елок сколько тут. А где я пробирался, там был этот пихта. Здесь елки. Не надо бани, блин, я как будто в бане сейчас парился. Пот просто по спине идет. С тремя палками, блядь, еще. Как бы сошка, 2 палки, и еще брал типа штатива еще одну палку. Это уже я выкинул. Просто все мешает. И если честно, я даже не знаю, где эта изба. Вот здесь такое поле, но я их не вижу и не слышу. Они когда кормятся, далеко их слышно. Там таежная речка вроде. Вроде я еще не переходил его. Просто с опаской я сейчас как бы, если переходить, надо 100 раз подумать. После таких оттепелей просто лед слабый такой, смывает все. Ладно, до туда пойду и обратно вон там, возле опушки леса пройдусь. Еще 3 куропатка длинные видел. Точно. Забыл сказать. О, блин, пойдешь надо. Уф, ни хрена не вижу. Просто, блин, блики такие, ребят. Гора и непонятно где вот яма и все, 1 тонна. Ух, мало упаду. Лунок тоже тут нету. А там первоначально, где вот я увидел их, по полю подходил к ним, и там лунки были. И немного. Даже непонятно, может куропатки как-то одно отверстие, как бы лунку заходят и обратно там выскакивают. Именно не 2, вот тут. Сейчас для наглядного примера покажу вам. Тут то же самое. Обычно лунки на одну птицу 2 дырки, а тут вот 2, смотрите, 1. Короче, очки вспотели. Ладно, пока выключаюсь. Вот это да, вот это наш бросок здесь. Я прошел. Вышел на какое-то поле. Ребят, я полностью 100% потерял ориентир, где я нахожусь. Я все еще как-то кругом старался, вот шел, ну только что вот вылез из тайги. Ой, блин, врагу не пожелаю. Вчера что я прошел, не до съемки было. Вообще поля все заросло. Ну невозможно там ходить, невозможно. Первый и последний раз я сюда я приходил. Не хочу даже думать об этом месте. Короче, посередине поля пойду, а там видно будет. Но я, честно слово, ориентир потерял. Нет, отошел. Тут тоже нет озера.
общем. Или я выше поднялся уже, намного выше. Тут похоже, что на озеро. Что-то я совсем не туда пошел. И думаю, вряд ли я свою лыжню здесь найду. Ха, точно. Не-то старица, не-то озеро какое-то. Я не пойму, где я нахожусь. Что-то я давно тут не ходил. Даже и не знаю. Эти места я вообще забыл. Вот лыжня. Все нашел. Значит, я возле таежной, параллельно таежной реке еще. Вот, наконец-то. Здесь я подходил к первым косачам, которые я видел. Точно вот эту черемуху вспомнил. Все, я думал уже возле большой реки. Нет. Все как должно быть. Там будет еще большой ручей. Я смотрю, этот ручей я не переходил еще. Вот тут зигзагами, ходил. Сперва там хотел идти напрямик, потом вот здесь прошел. Вон где-то вон там сидели косачи. Хорошо. Начинаю остывать, между прочим. Ветрено чуть-чуть. Здесь напрямик пойду уже. Свиростель. Кормится шиповником. Нашел ягоды шиповника. Кормится. Почему-то один. На дерево пересела. Обычно это стайная птица. Вон он, красавчик. Крупный. Вот. И тайга у него, значит, пища. Вон она. Кормится шиповниками. На лыжах кто-то вот тут после меня прошел. С лыжными палками. Видно, как широкие лыжи и две палки следы. Ну что, ребят, давайте будем заканчивать сегодняшний поход. Но у меня получилось очередной раз это поход, я буду считать. И в то же время охота. Охота это такая и есть. Ходишь, ищешь, а там уже повезет или нет, это как фортуна там улыбнется. Я сегодня вот полдня ходил, искал в одном месте сперва птицу, а они оказались в совсем другом месте. Где-то в 2 километрах в стороне, даже 2,5, наверное, возле таежной речки. Удалось хоть поснимать для вас. К сожалению, ни одного выстрела я не сделал. Один такой небольшой шансик был, но пока там настраивал видеокамеру для вас, чтобы поснимать процесс этой стрельбы, я даже не увидел, когда он успел улететь. А основная стая уже, она очень осторожная. Сейчас уже начнут они таковать скоро. В начале марта уже будут таковать 100%. Где-то 8 марта они первые вот таковые дни. И они осторожнее в это время. Только их можно на таку добыть. А чтоб с подхода уже не получится. И у меня это, наверное, тоже крайняя охота на птицу. Конечно, февраль еще не закончился, это начало февраля, но может быть где-то еще буду брать оружие, но целенаправленно, чтобы ходить на охоту на косачей или на рябчика, все, я охоту закончил.
до осенней охоты больше вряд ли я буду охотиться на них. Сегодня вот решил я сейчас ходить, и вот что получилось. Вот. Ладно, не будем расстраиваться, все хорошо, все целые, птица от моих, как сказать, подходов не пострадала, тем более не удалось даже и выстрелить патрон. Вот. Ждите новые фильмы, новые походы, новую рыбалку. А сегодня все. Будьте здоровы, не болейте и пока. Я уже тут. Ну, осталось, наверное, буквально 200 метров до моей машины. Здесь горку поднимусь, вон там стоит моя машина. Все, пока-пока.